бойтесь Аллаха надлежащим образом. И покидайте этот мир лишь только мусульманами, как это велел нам Всевышний в Коране. Амма ба'д, а после. Дорогие братья, всем хорошо известно высказывание: в здоровом теле здоровый дух. Изжитая, возможно, уже фраза. Есть ли прямо пропорциональная связь, говоря на языке математическом? Вряд ли, но есть, очевидно, зависимость одного от другого. И я бы переставил даже акценты, беря во внимание известные слова посланника Аллаха, который сказал: «Аля инна фил джасади мудга». О да, поистине, в теле есть кусочек плоти, который, коль будет пригодным, то будет пригодным все тело. А если оно испортится, то испортится и все тело. Переставил бы акценты и сказал, что здоровый дух делает тело здоровым. На это указывали ученые. Об этом говорил, в частности, имам Ибн аль-Кайим. Он говорил о том, что сердце – это основа. От него все исходит. Все деяния, дела, все исходит от сердца. Хотя здесь больше говорится о деяниях, о морали, нравственности и так далее. Я же хотел бы поговорить сегодня о теле, душе, взаимосвязи между телом, душой, немного через другую призму. Влияние души, братья, на тело, оно очевидно. Оно очевидно, и именно на этом я делаю акцент. Есть взаимосвязь, и то, что происходит с нашей душой, оно отражается на нашей теле, на нашем теле. И вплоть до физических показателей. Да? Что интересно? Смотрите, интересный случай с Аммаром. Когда они рыли ров, все носили по камню, все были голодные, но Аммар носил по 2 камня. И что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? «Инна Аммаран малиун иманан». Аммар поистине преисполнен верой. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям подчеркивает, что свою физическую силу он черпает от веры. И это подчеркивается в уисале, то, что практиковал пророк саллаллаху алейхи ва саллям и запрещал это делать своим сподвижникам. Непрерывный пост. И когда они его спросили, почему ты нам это запрещаешь, он сказал, что он сказал? А кто из вас подобен мне? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит сподвижникам: кто из вас подобен мне? Тогда как я засыпаю, и кормит меня мой Господь, и поит. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его физическая сила, его физические способности, они исходят, физика исходит от духа, от силы духа, от веры и так далее. И это, конечно, вовсе не означает, что ислам отрицает тело, не признает заботу о теле и так далее. Нет. Просто мы делаем правильные акценты. И если мы внимательно будем изучать, анализировать нашу религию, то мы поймем, что ислам акцентирует на этом внимание. Если бы это не было так, то чистота не была бы условием принятия намаза. Чистота – это основной принцип в исламе. «Инна Аллаха юхиббуль ат-тауабина ва юхиббуль мутатаххирин». Как Аллах говорит, поистине Аллах любит кающихся, и Аллах любит очищающихся. Именно поэтому мусульмане делают 5 раз абдес, принимают омовение малое. Именно поэтому
В некоторых хадисах говорится, что один раз как минимум, мы понимаем, что в те времена не было комфорта, не было условий. Поэтому пророк это подчеркивал. Один раз минимум в неделю полностью искупаться. И поэтому лейтмотивом все это проходит. Что перед джума принять гусуль, то есть полностью омыться. Тоже должно мусульманину. И прийти чистым на намаз. Именно поэтому Аллах Субхану ва Тааля велит своему пророку после ниспослания первых аятов, что он говорит? Я айюхаль муддафир, кум фаандир, ва фиябака фатахир. О завернувшийся, встань и увещевай, и свою одежду очищай. Чистота одежды, чистота тела, все это проходит лейтмотивом в исламе. Чистота рта, какой на этом акцент делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Сивак, да? Лауля ашукка аля уммати. Если бы я не отяготил бы свою умму, я бы велел им постоянно пользоваться сиваком. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям связал чистоту рта с довольством Господа, как это отдельно подчеркивается в известном изречении посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Именно поэтому ислам, что он велит? Он побуждает, велит, побуждает заботиться о том, что как мы едим, как мы пьем, сколько едим, сколько пьем и так далее. Все эти адабы вы наверняка все знаете. А основной адаб, основной принцип какой? Ма маля ибн Адам ва'ан шарран мин батни. Нет сосуда, который бы злостного, который бы наполнил бы сын Адама, нежели его желудок. Но если он хочет вот прям наесться, да, треть для еды, треть для питья, треть для воздуха. Это известный основной принцип. Именно поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники ели. Может быть, и в силу, наверное, недостатка, да? Может быть. Они чаще голодали, нежели были сытными. Чаще голодали, нежели были сытными. И всем известно, да, те изречения, те сообщения, где говорится о том, что бывали дни, даже месяцы, когда очаг не загорался в доме посланника Аллаха. Именно поэтому их еда была очень скромной. Ели финики, ели хлеб. Известно, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям ел хлеб с уксусом и говорил, насколько прекрасна приправа уксус. Кто сможет есть хлеб с уксусом? Скромной была еда. Именно поэтому сподвижники, это часто бытует же мнение, да, обедать надо постоянно там, ели 2 раза в день, не ели 3 раза в день. Потому что очень распространенно есть 3 раза в день, будет язва и так далее. Ну, это все навязано. Это больше стереотипы, наверное. Ели 2 раза в день. И, как правило, не доедали. Но опять же, голодание, даже когда вы будете читать тексты, сообщения о том, что побуждение к тому, чтобы быть голодать и так далее, имеется в виду эль-атидаль, золотая середина. То есть мусульманин, он должен есть так, чтобы наесться, но не до конца. То есть встать с легким ощущением голода. Это все мы рассматриваем в чем? В призме здорового образа жизни. Мы начали с чего? С гигиены, потом перешли на питание. Именно поэтому мы сейчас говорим, как ислам учит и велит заботиться о теле. Ислам побуждает лечиться. Известные слова посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Какую бы болезнь Аллах не спаслал, обязательно не спаслал и исцеление. Если это исцеление будет найдено точно, то Аллах дарует это исцеление, как в хадисе говорится.
И имам Ибн Аль-Кайим, размышляя над этим хадисом, он интересные мысли также дает. То есть он говорит о том, что душа воздействует на тело. Сила духа воздействует, дает эффект исцеления. Это основной лейтмотив данной проповеди. И примечательно, вот все вы знаете, да, классическое разделение грехов, возвращаясь к взаимосвязи души и тела. Это большие грехи, малые грехи. Но обратите внимание, как делит грехи имам Ибн Аль-Кайим. У него другая классификация есть. Он делит их по природе. Говорит, самая страшная природа – это, то есть, власть, да, когда человек пытается впадать в гордыню и так далее. Второй грех какой? Грехи. То есть отсюда что возникает? Отсюда возникает чувство гордыни, превосходства над людьми, презрение людей и так далее. Второй вид греха – это природа сатанизм. Это дунуб шайтания. Это когда человек начинает уподобляться сатане. Отсюда возникает что? Зависть, коварство, предательство, обман, уловки, хитрость и так далее, и так далее. Третий грех – природа звериная. Имам Ибн Аль-Кайим говорит. Эднубус сабуия. Отсюда возникает гнев, вражда, злоба, пролитие крови и так далее. И последний вид по градации грехов – это животные грехи, то есть природа животная. Это что здесь имеется в виду? Имеется в виду потакание своим низменным страстям, в первую очередь чревоугодие. И размышляя об этом, имам Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, говорит, что шайтан заходит именно отсюда, снизу, в человека. Через чревоугодие, через потакание страстям и так далее. Потому что сложно заставить человека сразу впасть в ширк, если он познал Аллаха. Мы сейчас говорим про мусульман и так далее. Отсюда он заходит. И мы видим, да, обжорство – это бич современного мира. Бич, даже можно сказать, современного мусульманского мира. Мы можем видеть это сплошь и рядом. Чревоугодие тучных мусульман, такими ли были пророк саллаллаху алейхи ва саллям, такими ли были сподвижники? Этот насихат в первую очередь сам себе даю. Потому что я тоже испытываюсь этим. Этот насихат каждому. А все отсюда проникается, и потом начинаются болезни. Болезни сердца, которые переникают в болезни тела. Что говорит, смотрите, мысли имама Аль-Газали, рахимахуллах, он то же самое говорит. Самым величайшим пагубным грехом для сына Адама есть чревоугодие. Из-за этого Адам, мир ему был выведен вместе с Хавой из рая. Им было запрещено вкусить плод, но они не сдержались, вкусили этот плод. И так далее. И он размышляет над этим, и в принципе один в один повторяет, вернее имам Ибн Аль-Кайим, наверное, повторяет, мысли схожие. То, что говорит имам Ибн Аль-Кайим и говорит имам Аль-Газали. Именно в этом контексте, дорогие братья, важно быть сильными. Важно заниматься спортом. Спортом, который будет нас делать сильными на пути борьбы Всевышнего Аллаха. Что об этом сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям?
все, куллю шейн лейса мин зикрилля фахуа лаиб. Все, что не есть, абсолютное отрицание. Все, что не касается, не причастно к поминанию Аллаха, это есть просто вот забава, игра. И потом пророк делает исключение. Говорит, за исключением 4. Муляабату раджули имраатаху. Заигрывание мужа женой. Слова пророка Соса. Воспитание мужчины, имеется в виду, наверное, дрессирование своего коня. И то, что мужчина ходит между целями, то есть имеется в виду метание и стрельба, и обучение мужчины плаванию. И в принципе можно по аналогии сюда приплюсовать любой вид спорта, который делает мусульманина сильным на пути борьбы Всевышнего Аллаха. Потому что пророк ﷺ это подчеркивал, и он говорил, он сказал, сильный верующий, он более любим для Аллаха, нежели слабый верующий, хотя в каждом из них есть благо. Именно Аллах Субхану ва Тааля в контексте, интересный аят, обратите внимание, в контексте о Талуте что сказал? И вот сказал им их пророк Бану Исраиль сказал, поистине Аллах направил вам Талута в качестве царя. Они сказали, как может быть дарована ему власть над нами, тогда как мы более имеем право на власть, нежели он. Ему не дано богатство. И тогда что сказал их пророк? «Каля инна Аллаха астафаху алейкум». О, Аллах избрал его над вами. Избранность Талута перед всеми остальными. За счет чего? «Вазадаху бастатан фил ильми валь джисм». Даровал ему знания. Даровал ему тело, имеется в виду физику, силу. И так далее. И Аллах выделил эти два качества. Знание и сила, способность. Дорогие братья, поистине в день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы. Я прошу Всевышнего Аллаха, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы прославляем, лишь Его мы восхваляем, лишь Его молим о помощи. Того, кого Аллах наставил на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах сбил, ввел в заблуждение, того уже никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного единственного Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Дорогие братья, зачем я поднял эти размышления сегодня? Потому что мы видим именно под этим углом, под этой призмой, мы видим современный мир, мы видим, что происходит. Мы видим эту пандемию, ковид и так далее. Мы видим это противостояние глобальное в мире сейчас. Именно поэтому я поднял эту тему именно под этим углом и через эту призму. Дорогие братья, судный день близок. Война идеологии, цены и ценностей. Цена и ценность. Тело, душа. Она была, есть, и она все ближе и ближе к своему апогею. Будут вирусы, и еще будут вирусы, от которых будут болезни. Я сейчас, недаром сейчас это отделил, вирус от болезни. Потому что в современном мире вирусами можно играться, учитывая то, насколько пошло человечество вперед. В лабораториях и так далее. Они будут,
И мы, как мусульмане, верим в судьбу, предопределение. Мы понимаем, что так или иначе все это по предопределению Аллаха. Но мы понимая это, должны что? Должны что? Именно акцент здесь. Должны быть эталоном. Эталоном подражания посланнику Аллаха в своем образе жизни, уповая на Всевышнего Аллаха. Мы должны понимать, что так или иначе это борьба. Так или иначе. И мы должны верить, что если мы будем эталоном, мы победим так или иначе в этой борьбе. Потому что победу дарует лишь Всевышний Аллах. Мы должны лечиться, как это указывал нам пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Есть медицина пророка, всем известная. Хиджама, есть кыст, есть тмин и так далее. В первую очередь. И мы должны вести правильный образ жизни, должны заботиться в первую очередь о своей душе, о своем сердце и заботиться о своем теле. И тогда нам нечего бояться. Если мы это будем делать, все, и уповать на Всевышнего Аллаха. Но это, конечно, не означает, что мы отрицаем медицину, откидываем ее. Нет, ни в коем случае. Но без фундамента, без основы, это наш фундамент, это наша основа. Не стоит говорить о чем-то другом, о стенах, о крыше там, и так далее. И так или иначе эти вирусы, даже по определению, да, они агенты инфекционные, которые заходят в тело, поражают клетку и так далее. Есть 3 гипотезы, я сейчас не буду уходить в медицину. Но так или иначе, что происходит? Откуда они берутся? Берутся они от рук человеческих, как об этом сказал Аллах. «Лахар аль-фасаду фил барри валь бахар». Распространилось нечестие на море, на земле. «Бима касабат айдина», за то, что творят людские руки. И посмотрите на историю эпидемий. Все так или иначе они связаны с тем, что делают людские руки. Тогда это было неосознанно, а в современном мире может быть уже осознанно. В лаборатории может стать биологическим оружием. Но так или иначе это то, что делает вот эти руки человека. Но мы должны понимать, что в этой борьбе, если мы будем эталонами, мы победим, Аллах дарует победу. Мы должны понимать эту тонкую связь, взаимосвязь души и тела. Мы должны понимать, что, кстати, в контексте апогея, про который я упомянул, да, войны, идеологии, цены и ценностей. Всем вам известен, наверное, апогеем будет приход Исы, алейхиссалям. Известен хадис, что с приходом Исы, что произойдет? От его запаха умрут все верующие. А его запах будет доходить до той точки, куда доходит его взор, так в хадисе сказано. И вот вам прямая связь. Вот она, прямая связь души и тела. Или наоборот, что перед судным днем будет ветер, который заберет души верующих. Ветер, который заберет души верующих. Неверующих останет при жизни. Для того, чтобы они увидели воочию вот эти все знаки, да, апокалипсиса, судного дня. А Аллах убережет верующих от этого.